Тоже походу доходит. Ладно, подождем. Пострелял. Далековато, конечно. Метров 60, наверное, было. Ну, вроде бы. По крайней мере, не улетели. Шевелятся еще. Две утки. Вроде бы хохлатая чернить. Просто я был на открытом месте. Подходил к озеру. И прямо при подходе немножко не успел дойти до скоротка. Они подсели. Мне ничего не оставалось делать, как начать стрелять, потому что я был на открытом месте, они бы улетели. Ну, вроде бы получилось все, если все тут. Далековато, правда, было. Хохлатая чернить, да. Вот одна вроде бы все готово, вторая еще немножко шевелится. Нет, обе шевелятся. Обе шевелятся, но не ныряют уже. Я так думаю, дойдут.
надо сказать, подбиты. Потому что все может случиться, могут они очухаться, нырнуть и потеряться. Некоторые даже в себя приходили, улетали после такого. Потому что и одна, и вторая утка еще потихонечку шевелятся. Дробью-то их накрыло. Подранились хорошо. И по одной, и по другой. Пострелял. Но главное, они вот кверху. Лежат на воде. Я так думаю, они потихоньку дойдут. Полоскать из них издалека не вижу смысла. Думаю, должны дойти. Уже хорошо. Ждем дальше. Подлетела утка. Начала нырять одна. Подождем. Потихонечку приближается. Очень медленно. Видать, что-то чувствует скороток. Метров 45. Давай попробуем, наверное. Все, стреляем. Выстрелил, твою мать. Правее. Что с вертикалью? Подранок. Так, с этим что у нас?
далеко. Далеко уже, бляха-муха. И этот плавает. Ёшкин кот. Это ружье подвело. Все, наши утки ко мне не подплыли, уплывали сюда. Решил попробовать подойти сам, но я их пока не вижу. Примерно где-то здесь они были. Что за нахрен? Мимо. Блядь, ну ты стрелок. Ну ты стрелок, твою мать. Да. Ну, вроде бы как все-таки из 4 выстрелов что-то зацепило. Подплывает, вернее, потихонечку приходит то ли ветром, то ли течением белые пятнышки, и это 100% утка. Не шевелится. Но 100% уверенным быть нельзя, потому что утренних 2 уток одну сразу не добил, пока стрелял этих. Она пришла в себя, уплыла в кусты. И не знаю, достанется она нам или не достанется. Там в конце озера подплыла к берегу. Хотя где-то полчаса вообще не шевелилась так же. Но это хохлатая чернить. Она здесь взлетела. Спаль плывущий, сначала осечка, потом 3-4 выстрела. Пролетела 200 метров и шлепнулась. Наверное, наповал. И по идее здесь вот возле берега еще должен быть подранок. Пойдем глянем. Может быть, от берега отплывет, если повезет. Потому что их было 2. Один подранок, который от меня отплыл, который я подранил. А вторая здоровая утка, которая к ней подплыла, и они плавали вдвоем. От берега отплыла одна. Значит, у нас подранок где-то должен быть здесь.
Будем идти вдоль берега. Может, получится шугануть ее. Блин, еще не в брудовых сапогах, в обычных. Место болотистое можно набрать. Где-то здесь она отплыла. По идее, где-то здесь должен быть наш подранок. Если она спряталась где-то хорошо, он до последнего себя не покажет. Пока на нее не наступишь. Потом начнет нырять. Но она где-то по-любому здесь. Где-то в траве. Если куда-то пока эту стрелял, не нырнул. А вот она. Вон она куда уже уплыла. В центре озера. Понятно. Но это вроде бы готово. Тут подранок. Сейчас пройдемся немного, чтобы конец озера туда ушла. Накачаем лодку. И попробуем добрать на лодке, если получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Теоретически у нас на воде 4 утки. 2 из них вроде бы готовые. Вот это и та 2 подранка. Посмотрим, что у нас в руки попадется. Ну, пройдемся вдоль берега, может быть, какой-нибудь другой подранок выплывет. Еще одна утка выплывает из травы, но это походу кляква. Сейчас должна улететь походу. Вряд ли это подранок. Да, улетела. Смысла нет за ней гоняться. Если бы я прошел вдоль берега, то с берега, может быть, какой-то шанс был подкрасться. Ладно. Хватит на сегодня. Уток нет, перелета нет. Попробуем. Вот оно, белое пятнышко, наша утка, в которую мы пульнули 4 патрона. Это хорошо, что увидел пятнышко. А так, если бы чуть дальше пролетел и упал, мог бы и не заметить. Потому что вроде бы с опережением брал, все нормально. Ну, что не падает. Мушки нету, плохо целится по стволу. Мушка потерялась, а резьба на МЦшке другая. В магазинах пробовал резьба покрупнее, потолще мушки. И не подходят. Я просто уже кусок пластмандоски закрутил в дырочку. Пластмасска уже стерлась, и так чисто по стволу стреляю. Может быть, еще из-за этого мажу. Ну, кое-что да попало. Вот она, плывет наша утка. Хорошо еще кверху брюхом. Так бы мог не заметить. Если бы упала спиной вверх. Сегодня хоть хорошо по озеру кататься, ветра нет. С утра моросит дождь, хотя его не передавали. По прогнозу был туман. Но что туман, что такой мелкий дождь, это уже одно и то же практически.
Так. Да, это наша уточка готова. Одна утка, можно сказать, точно уже есть. Вон сколько пролетело, метров 200, наверное. А видать, были задеты жизненно важные органы. И бывает такое, бывает и больше пролетают. Это даже у нас связь, походу. Да? Связь. Это у нас даже связь. Ну, я думал, хохлатая чернить. Оказывается, связь. Когда вкусная уточка. Ну, пошли дальше искать. По идее, у нас одна готовая утка, один подранок, нормальный подранок, такой крепкий, и один полудохлый подранок, которого подранили с утра и сразу не добили в надежде, что он дойдет. Не дошел, стрелять начал, он уплыл. Вот будем их искать. Второго подранка мы так и не нашли. Вижу вторую подбитую утку. Это-то дошла. Уже была подранком. Ныряла, плавала, крутилась и подохла. Это хохлатая чернить должна быть. Вот она. Вот она. Да. Это она. Вот такая вот красотуля. Ну чё, наши чучела. И где наш бодренький подранок? Он от выстрела ушел куда-то сюда. Долго-долго плавал на одном месте. Даже не плавал, а просто плыл по воде. Без движения, без ничего. Изредка только крутил головой. Сначала не добил, думал, ладно, пусть будет как вместо подсадной, как бы живая утка дополнительно. Если что, думаю, добью. Потом начал стрелять в ту сторону потихоньку. И она пошла и куда-то вот сюда, вот в эти кусты. И сейчас найти ее будет непросто. Если она в себя пришла, может и взлететь даже, если крылья целые. Попала по ней много раз. Дробь осыпала, но расстояние было приличное, и большого урона, скорее всего, не принесла она. От боли сначала вроде бы кувыркнулась, потом в себя пришла и... Так, откуда начать? Она была здесь, я сидел тут. Давайте отсюда и начнем шерстить вдоль берега. Вот так вот иногда пожалеешь патрон, потратишь больше. Ладно, если еще добудешь. А то бывает и взлетит, или спрячется, или нырять начнет. Потеряешь патрона больше, да и утка еще не достанется. Сейчас надо смотреть внимательно под каждым кустиком. В каждом вот таком. Между кочками он может спрятаться в любую дыру и там сдохнуть. Потом воронье сожрет. Серая так вообще может в лес уйти. Не видать.
Улететь-то она не улетела, но в принципе может. Повреждения-то были достаточны. Жить она не будет точно. Так что надо поискать, чтобы добрать. Где-то здесь она была, если подальше не ушла. Не видать. Ладно, сплаваем до конца озера. Вот она. Живая еще. Живая, но почему-то не нырнула. Нашли. Сломано крыло полностью. Второе целое. Лапы целые. Повреждение в шею. Дробь попала в шею и что-то, видать, что-то, видать, не работает. Из-за этого она не может. Но живая. Все равно уплыла вон и спряталась. Хорошо, что показала себе и нашли. Так что сейчас доберем. Третья утка. А четвертая подранка у нас так и осталась. И все. 3 уточки у нас есть. Энцкадан. Ну вот, наверное, и все. Собрал я чучела. Собрал подбитых уток. Одного подранка так и не нашел. Он уплыл. 2 хохлатые чернити и 1 связь. Собрал свои чучела. Пластиковые, пенопластовые. Вот эти классные чучела, конечно, мне понравились. Пенопластовые. Стреляй, не стреляй. Вон это связь. Вон хохлатая чернить. Все уже простреляны. Простреленных замазываю по цвету пластилином. Вон. Видите, да, полностью простреленный. Замазываю пластилином и все нормалек. Эти же, кто-то если прострелит, сразу тонут. Надо будет, у меня 5 связей, 3 хохлатые чернити. Надо будет еще чернити заказать на зоне. 24 октября. Такой затяжной осени давненько уже не было. Были небольшие морозы, был даже ледок на озере. Но по прогнозу первый минус ожидаем только 1 ноября. И то небольшой -1, там -2. Вся неделя дождливая. Смысла не вижу мокнуть здесь на озере. Уток нет. Или она ушла, или она пойдет с первыми морозами. Не знаю. Но на всякий случай чучела убрал. Если вдруг надумаю прийти сюда, закинуть недолго. Чем они вмерзнут в лед, потом отдалбливать. Зачем? Вот. И не знаю, на 100% приду я сюда, не приду, но мне кажется, почему-то предчувствие такое, что это у нас закрытие сезона. Сезон был короткий, ну, немножко уток добыли. Весной оторвемся по полной. Вот. Как-то вот так, пока все. Пока шуга не идет, будем заниматься рыбалкой по налиму. Ловить налима на продольники. Ну и попутно, конечно же, будет и утиная охота. Будем надеяться, будем ждать перелета. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. В первую очередь фильмы выходят у нас на Дзен Премиум, потом на Рутюбе и потом только ВК видео. На YouTube загружать возможности нет. Все, увидимся.